Тема нашего видео — Кромвель Светляк. Кромвель — танк 6 уровня, британская ветка. Характеристики его интересны, но мне нравится его скорость 64, максимальная скорость 64 км в час. Возможности пробития не очень большие. Конечно, это не тяжелый танк, но высвечивать соперника он может. И, как правило, почему-то, я не знаю по каким причинам, если в команде набирается, скажем, танки с 6 уровня, не больше, он обычно попадает в число верхних танков. Не всегда, но бывает среди топовых таких позиций. В данном случае я для себя испытываю Кромвель в разных картах, в разных ситуациях, но что я для себя здесь выяснил? Я понимаю, замечаю, точнее говоря, что в условиях степи или в условиях широты пространства Кромвель, он ведет себя лучше, то есть им лучше высвечивать. В условиях же города он мало приспособлен для такого яркого свечения. Почему? Потому что у него скорость старта медленнее, но если развить скорость и бегать по степи, да, вот допустим сейчас побежали, тогда можно как-то хоть как-то маневрировать, допустим, вот взбираться, но это вот, видите, мы сейчас ушли уже от этих танков. Почему? Потому что они там наверняка меня забили бы, да. А я попытаюсь высветить еще что-нибудь, если получится. И если удастся зайти в хвост, предположим, и попытаться забить кого-нибудь. Ну, предположим, вот такой вариант. Пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Гусеница разбита. Движение невозможно. Есть пробитие. Танк уничтожен. Ну, я тут не успел пробить этот танк. Буквально одного выстрела не хватило. Меня добили сзади. Но, тем не менее, не знаю, что у меня получилось в части высветки по левому флангу в данной карте. Мы посмотрим на эти результаты потом. Конечно, не очень удачный вариант светляка в данной карте. У меня было другое видео, есть другое видео, там получше было, чем здесь. Но давайте мы понаблюдаем теперь за игрой наших коллег. Тут у нас даже уже появились ребята, которые что они своих что ли добивали, тут я таки не пойму. Но он своего добил. В чем была причина такого поведения КВ? Да, сейчас его наказывают тоже сзади. Это Годзилла Бэби. В общем, какое-то странное было поведение, видимо, но для меня не очень понятно. Я сам подбивал по нечаянности свои собственные танки. Было раза два, наверное, 3 в игре. 2, не больше 2, наверное. Если даже не один раз. Или только один раз. Ну да ладно. Голубая окраска — это не очень приятная окраска для игрока, но лично для меня как-то неуютно себя чувствуешь в такой живописи. Ну, игра 8-5 в нашу пользу, ну 6 теперь. И мы посмотрим, что будет происходить дальше. Вот. Только что хотел похвалить, что хороший светлячок, и его тут же подбили. Вот я тоже для себя хочу купить вот этот вот танчик и поиграть в светлячка ЛКАМХ. Никак запомнить не могу. Такой проворный какой-то бегун, тараканчик такой маленький, бегает все время. И иногда бывает, что нагибает тяжелые танки, правильно, если подойдет, нагибает он их
Вот танки такого рода, да? КВшки и так далее. А счет 8-8 уже. Сравнялись. Ну и захватили базу. Это самое, конечно, неприятное. Ну давай. Если мимо, то тебя шарахнут сейчас. Шандарахнут. Давай, давай, давай. Угу. Я думал, сейчас полностью нагнет его. Странно, что тут не пробивает. По-моему, это КВ у них. Добрал. Молодец. Победить тяжелый танк. Для него это ж нечто. Ну там арта. Арту подбить проще. Ну давай. Так, проще, если, конечно, не попадешься прямо под дуло. Но он спрятался. Так, с обеих сторон зайти надо будет. Кого-то он... Так, спокойно, не суйся. Один выстрел, но что ты? Да, все правильно. Он тот успел, другой успел. По-моему, это наш КВ. А сирена воет, и никак там не доводит он. Тот Игорь, некий Игорь, его все время подбивает, видимо. Но сейчас добьет наверняка. КВшка осталась. Ну, ух ты. Это было издалека. Ну и сейчас и эту КВшку подберут. Наказали тебе, блин. Ну давай. Арта. Еще раз арта. Но эти двое должны, по-моему, справиться с тяжелым танком. А чё он назад катится-то? Угу, решил принять битву. Вызов, точнее говоря. Справится ли, не знаю. Но должны правильные люди ходить парами. И правильные танкисты тоже ходят парами против одного. Один сбоку, другой спереди. Спереди отвлекает, сбоку добивает. И что ты там, КВшка? Тебе же сюда надо выбираться. А то он по очереди ведь нагнет каждого. Тем более у них жизни-то мало. Ну да, молодец, этот подождал. Тот убежал. Куда вы под один выстрел претесь? Все, молодец, наш танкист. Но мы посмотрим сейчас на наши собственные результаты начала игры. Ну вот, откровенно говоря, меня немножко радует этот результат. Почему? Потому что вот такого количества я не всегда получаю, вот такого количества серебра я не всегда получаю. И в данном случае было высвечено больше,
точнее говоря, не очень много танков, всего 6, но зато результаты по ним их подбивали. Поэтому тут мне даже целеуказатель дали вот этот орден, ну и 3 класс. Играл с вами и наблюдал за возможности Кромвеля как светляка игрок Тадырхан.